Противостояние идеологических систем – это основа любой политической борьбы, начиная от самых мирных экономических экспансий до откровенных физических агрессий. И несмотря на свою часто скрытую динамику, противостояние подобного рода протекает не менее жестко, чем банальные войны. Добрый вечер. От победы или поражения в идеологическом противоборстве зависят судьбы многих миллионов людей, потому что победившая концепция дает зеленый свет государственным переворотам, а то и попросту государство разрушает. Вспомним 91 год прошлого века. Но есть отличительная особенность, которая придает идеологическому аспекту борьбы особый статус. Это непрерывный процесс, и он должен сохранить максимально возможную интенсивность динамики. Наша республика волей судьбы оказалась в период трагического развала страны на острие политических столкновений. Наверное, именно это стало причиной крайней степени политизированности наших людей, что в свою очередь чревато расширением палитры идеологических пристрастий. Это с какой-то стороны, безусловно, осложняет жизнь, но вместе с тем позволяет приобрести иммунитет к скрытым поползновениям вирусов идеологических диверсий. В настоящее время наша страна переживает нелегкие дни. Экономические санкции, введенные против России, призваны по возможности сдержать, а если получится, и уничтожить динамику нашего политического и экономического возрождения. И неудивительно, что под прицелом тех, кому не по душе позитивные изменения в России, оказываются патриоты, осуществляющие эту динамику. В стране нет региона, в котором так ярко и наглядно, как в нашем, продемонстрированы восстановительные процессы. Именно в этом видится причина повышенного внимания к нашей республике и со стороны друзей, и со стороны скрытых или явных недругов. Именно нашу республику противники возрождения России еще в 90-х привыкли рассматривать в качестве слабого звена российской политики. И то ли по причине либеральной близорукости, то ли по причине застилающей глаза злобы, они не способны понять, что Чеченская республика уже давно не слабое звено ни в российской экономике, ни тем более в российской политике. И нынешнего лидера Чеченской республики невозможно поставить в один ряд с правителями ичкерийского периода, настроением и действиями которых привыкли манипулировать списанные с политической арены российские то ли либералы, то ли демократы. Но привычка – вторая натура, как говорится. Да и с политическим творчеством у болотных активистов всевозможных Венедиктовых, Каспаровых, Боровых да Касьяновых, как видно, туговато. Впрочем, и не у них, а у их западных покровителей, которые всегда действуют с изяществом бегемота, вдруг угодившего в чужой водоем. Да и думают они так же. Сегодня мы поговорим обо всем этом с человеком, которого неофициально называют руководителем ведомства пропаганды. У нас в гостях министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Вахидович Умаров. Маршал Джамбулат. Джамбулат Вахидович, в самом начале нашего разговора мне хотелось бы сосредоточить внимание вот на каком интересном, как мне представляется, обстоятельстве. Деятельность несистемной оппозиции, то есть оппозиции, которая действует вне системы государственной официальной власти, действует, как правило, зачастую очень провокационно на грани, что называется, фола. Так вот, действие этой оппозиции, как правило, затихает, как только во внешнеполитические взаимоотношения нашего государства с другими странами наступает относительный штиль. И моментально мобилизуется при первых же признаках внешнего давления на нашу страну. Ну, подобные обстоятельства, они не новые. Я просто проведу небольшую параллель. Не надо думать, что... И к чему эту параллель я провожу? Хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Если мы не будем какие-то примеры приводить из совершенно недавней, в масштабах всеобщей истории, какие-то примеры, если мы не будем это транслировать нашим гражданам, то, естественно, в нынешних условиях, когда имеет место совершенно бешеная волатильность курса доллара, когда имеет место критическое удешевление цен на нефть,
когда имеет место совершенно оголтелая информационная война, которая ведется против Российской Федерации. Вы знаете, я даже считаю, что сам термин «информационная война», он достаточно устарел. Война идет гибридная, она будет вестись в зависимости от необходимости. Что-то, где-то будут усиливаться информационные источники, где-то будут усиливаться экономические. До военных, я думаю, что в ближайшей обозримой перспективе вряд ли дойдет, хотя эту перспективу тоже исключать нельзя. Так вот, об исторических примерах. Давайте мы с вами буквально вернемся на 100 лет назад. Вот буквально на 100 лет назад, да? Вот тот же самый 16-й год возьмите, имеется в виду 1916 год. Посмотрите, в какой ситуации находилась Россия. Буквально в эти годы, в первой четверти 20 века, выходит патриотически настроенный председатель правительства, да, чтобы было понятно. Это был кто? Петр Аркадьевич Столыпин. Он выходит на трибуну Государственной Думы, вокруг него создан определенными газетами, за которыми стояли такие личности, как Моносевич, Мануилов, Рубинштейн и другие мэтры тогдашней журналистики, которые работали в зависимости от того, какие им задания дает охранка канцлера Германии, кайзера. То есть они действовали по определенному плану. В какие-то моменты для того, чтобы... Да, они лезли в то, как живет сам государь-император Николай II, в то, как живет его жена, в то, как живут его дети. Всегда муссировался вопрос о членах его семьи, о царевиче Алексее, о его болезни, гемофилии он болел, если вы помните. Муссировался вопрос о том, что есть какие-то непозволительные отношения между императрицей и Григорием Распутиным. Да, значит, жупел Распутина был раскручен настолько страшно, что любой представитель Русской Православной Церкви уже воспринимался как враг. Император был настолько низведен именно этими газетенками, тогда газеты был основной рупор, да, там социальных сетей не было, но все работало на социальный взрыв. С другой стороны, посмотрите, какая была геополитическая ситуация. Россия тогда завязла, выполняя свои союзнические функции перед Антантой, завязла совершенно, ни с чем по масштабам и кровопролитию несравнимой войне, Первой мировой войне на тот период. И с одной стороны. С другой стороны, росла вот такая социальная необходимость перемен. Какие-то методы искались, естественно, какие-то выводы делались. Император подписал, в дальнейшем мы это с вами помним, вот этот вот свой знаменитый манифест. Одна дума сменяла другую, одни председатели правительства меняли других, то есть были, так сказать, их было столько, что там и Каковцевы были, и Победоносцевы, и так далее, и так далее. То есть, в конце концов, к чему мы пришли, когда со Столыпиным было, тогда главной опорой царя и его реформ был Столыпин, когда с ним уже ничего не смогли сделать, вы помните, там, по-моему, по разным данным, от 12 до 15 покушений было совершено на Петра Аркадьевича. И в конце концов его просто застрелили в Киевской опере. Вы эту историю тоже, я думаю, знаете. И вот когда это все нагнеталось, а нагнеталось это именно в средствах массовой информации, которые не были тогда не подвластны царю, потому что вот эта вот мода на демократию, мода на гласность, она воспринималась как мода на вседозволенность. Ведь эти все процессы вседозволенности, как у нас Дом-1, Дом-2, да, как у нас там разного рода передачи, которые призывают к разврату, передачи, которые вызывают к каким-то свободным отношениям между полами и так далее, и так далее. Та же самая ситуация была и в так называемой культурной среде. И вот этот социум готовился к какому-то такому взрыву, и только из-за того, что государь оказался человеком не самым волевым, скажем так, да, государь, который
все-таки испугался кровопролития, хотя я вас уверяю, там не было бы такого кровопролития, о котором пишут и писали некоторые источники, некоторые авторы. Ну, пример тому, что когда дикая дивизия направлялась в сторону Петрограда, тогда он назывался Петроградом Санкт-Петербург, их фактически остановила пламенная речь Кирова. И они не знали, кому они хотят, кому они должны подчиняться. И наши с вами деды и прадеды в составе этой дикой дивизии направлялись в столицу, в тогдашнюю столицу, в Петроград, для того, чтобы прийти на выручку государю-императору. Вы имеете в виду Корниловский мятеж? Совершенно верно, государю-императору. Корниловский мятеж, в конце концов, привел к тому, что императорской семьи просто не стало. Это было величайшее предательство. Но эта тема уже отдельная, поэтому, чтобы я был правильно понят, я хочу сказать, что все эти ситуации, и внешние, и внутренние признаки, и какие-то другие условия, они все были использованы для того, чтобы произошло свержение конституционного строя, ну, если по нашему примеру, того строя, той общественно-политической формации, которая тогда существовала. Сегодня та же ситуация. Сегодня, смотрите, те же самые процессы у нас происходят за границами нашего государства. То есть всячески повсюду пытаются нас куда-то втянуть, где-то пытаются нас оболгать, где-то пытаются нас давить. Это санкции, это цены на нефть, это все делается искусственно, как мы с вами понимаем. И внутри силы, на которые сделаны те, так сказать, грантоеды, которые сегодня здесь у нас сидят в России, на них сделана сегодня основная ставка, чтобы они выполнили вот роль той искры, из которой возгорелось пламя. Вот этой вот газетенки, благодаря которой всего 2500 человек, большевиков, находящихся в Петрограде, и 500 организация Нагина насчитывала в Москве, для того, чтобы с помощью этих 3000 человек поднять весь сброд, да, который просто хотел напрямую участвовать в распределении материальных ценностей. То есть произошел фактически бандитский октябрьский переворот. Что потом мы построили великое социалистическое государство, я прошу не путать, это отдельная история. Я говорю непосредственно про свержение власти в Российской империи. Вот про что я сегодня говорю. И сегодня предпринимаются те же самые меры, по тем же самым лекалам, по тем же самым сценариям для того, чтобы свергнуть строй, который сегодня возглавляет президент России Владимир Владимирович Путин. То есть вы считаете, что вот, простите меня за моветон, но та либеральная идеологическая слякоть, которая разводится на сегодняшний день в российском пространстве медийном, это своего рода искусственно создаваемая предпосылка для дальнейших подрывных действий. Это люди, которые за последние 25 лет появились у нас в стране. Но родина для них – США и Европа. Эдуард Лимонов, политический деятель, писатель. Это абсолютно эффективный, показавший себя на протяжении многих столетий инструмент, с помощью которого свергались, свергаются и, возможно, еще где-то будут свергаться общественно-политические устои, правительства, государи, президенты, я не знаю, там, короли, кто угодно. Да? И наша с вами главная задача, если мы об этом знаем, обязательно транслировать это политически активному и неактивному населению на социальный, на социальный протест которого сегодня делается основная ставка нашими врагами. Сегодня наступило время, когда мы должны прямо называть все вещи своими именами. Национальный предатель, он и в Африке национальный предатель. Это человек, который изменил своей родины по нескольким признакам как минимум. Если этот человек сегодня в условиях вот этих гибридных, не надо, не информационные, гибридные, прямые, самые страшные, самые беспардонные войны сегодня ведутся против нас. Это если человек выехал даже за границу и начинает оскорблять своего президента, если он начинает оскорблять свой народ, если он начинает оскорблять свою страну, этот человек предатель.
Эти нормы сегодня даже в Соединенных Штатах Америки, они присутствуют. За это там, на либеральном Западе, сами не гладят по головке. Почему мы боимся назвать этих людей предателями? Если, скажем, Сноуден заявил о том, что пользуясь правами человека, пользуясь свободами, пользуясь либерализмом, он объявил на весь мир, что, ребята, американский Госдеп, ЦРУ за вами следят. Через все, так сказать, технические возможности, которые у них имеются. За вами следят, за вами наблюдают. Просто человек объявил, кем он стал? Он стал врагом Соединенных Штатов Америки и всего западного мира номер один. А он что? Он просто использовал, он реализовал свои права, как свободный человек, как свободный гражданин. Нет, он теперь... А мы не имеем права Шендеровича, Макаревича, я не знаю, там, Пономарева, Каляпина и прочих, мы не имеем права называть их предателями. Да если мы не назовем их сегодня предателями, мы сами станем предателями. Мы обязаны их назвать предателями. Мы обязаны не просто называть их предателями, а в нынешних условиях мы должны сегодня лоббировать, выходить на... Вот сегодня нам звонят, уже настаивают люди на том, чтобы провести какой-то митинг, какой-то флешмоб. От флешмобов и митингов, которые мы обязательно дадим возможность людям высказать свое мнение, я не знаю, какая форма будет выбрана, но в законодательном порядке уже пора вырабатывать определенные меры для того, чтобы у нас был иммунитет собственной безопасности, безопасности нашего суверенитета и сохранения нашей независимости. И если мы будем позволять, тут целые депутаты Государственной Думы делают такие заявления, если мы будем позволять этим людям, да, безнаказанно оскорблять нашу Родину, наш флаг, наши устои, наш строй, народы, которые здесь живут, потому что посмотрите в их арсенале, помимо оскорблений Родины и флага, и ее президента, да, оскорбляются народы. Между ними выявляются какие-то противоречия. Они находят исторические мозоли. Они находят темы для философствований на, значит, тему антисемитизма, на тему исламофобии, на тему русофобии. Русофобия сегодня главное их оружие. Им нужно, чтобы русский человек непременно забыл о себе, непременно забыл о своей церкви, о Боге, о своих традициях, о своей великой истории, о своей великой культуре. Они пытаются переписать, переделать культуру. Они пытаются переписать, переделать историю. Они пытаются добить в человеке, в русском человеке Бога, чтобы этот русский человек и народы, которые, опираясь на его авторитет, идут за ним, сделать из них послушное, беспрекословное быдло. То, что наш национальный лидер, я имею в виду Чеченскую республику, в порыве справедливого возмущения назвал предателями тех, кто ведет откровенную подрывную деятельность, я думаю, это обстоятельство вряд ли должно вызывать возмущение у кого бы то ни было, если они считают себя действительно честными патриотами своей страны. Но, тем не менее, борцы за либеральные ценности, так называемые, раздули вокруг этого факта, ну, скажем, вселенского масштаба благочинный ужас. На что это рассчитано? Ну, благочинный ужас – это как бы вещь весьма искусственная и технологически возможная. Она создается, для этого есть свои методики, так сказать, есть свои специалисты, поэтому здесь для меня ничего удивительного нет. Вот мы просто немножко с вами в информационном каком-то аналитическом подходе немножко завязли в терминах. Значит, либералы. А слово «либерта» – свобода или «либера», да? Ну, допустим, для меня ничего, вот что сегодня мы говорим о либералах, никакой свободой от этих людей, я извиняюсь, даже не пахнет. Какая свобода? Они утратили Если обманывая значение, все человечество, обманывая, они вторгаются в совершенно свободные, совершенно независимые страны, ищут там ядерное или химическое оружие, убивая миллионы людей. И потом совершенно
беспардонно начинают признавать факт, что оказывается, а был ли мальчик, да, а оружие оказывается там. Извините, и не было, ошиблись, да, да. извините, мы ошиблись. А то, что миллионы людей, детей, женщин, стариков просто не существует физически, нет, здесь ничто. И все, более того, ладно, хотя бы на этом успокоились бы. Они ввергли Ирак, они ввергли Сирию в страшную кровавую пучину хариджизма. Они дают разные названия, и они ничего умнее не нашли, как дать команду ФАС своим средствам массовой информации, чтобы это хариджитское логово назвать не как-нибудь, а исламское государство. Даулитуль Исламия. Я не думаю, что они ошиблись. Они, скорее всего, этого хотели. Не скорее всего, а Они точно этого хотели. этого хотели, они этого хотят. Сегодня мы даже не говорим о них. Они с себя свои маски уже сорвали. Мы их всех знаем в лицо и вычисляем в лицо. Я говорю о тех людях, которые там, называя себя либералами, правозащитниками, называя себя представителем каких-то неправительственных организаций и так далее. Не про всех, я еще раз повторяю. Есть реальные организации, которые, зарегистрировавшись на основании законодательства Российской Федерации, здесь ведут ту деятельность, о которой они говорят, о которой они пишут и которой они придерживаются согласно своим уставам. Которые они должны Но не заниматься. рассказывайте нам, взрослым людям, о том, что здесь создано из этих организаций, ну, наверное, процентов 60-70, которые ведут здесь разведывательную деятельность. Методика разведывательной деятельности очень сильно изменилась. Она стала гораздо более хитрой, изощренной. Там сидят очень грамотные аналитики, которые делают свои мониторинги и делают свои прогнозы. Они считают, вот последний прогноз, который они сделали на основании вот этих разведывательных данных, это тот прогноз, что Россия должна провалиться, испытав финансово-экономический коллапс, как только мы доведем, значит, до самых возможных минимумов, пусть даже эти минимумы где-то задевают наши макроэкономические какие-то интересы, довести до такого состояния, чтобы народ просто вышел на площади и начал скандировать антиправительственные, антигосударственные лозунги. Провалилась попытка, провалилась, потому что тотальной поддержкой сегодня пользуется Владимир Путин. Но они сами в своих журналах об этом пишут, они просто потрясены. Откуда у русского народа и народов, которые в одной единой семье, едином государстве проживают с ним, с русским народом, как у них, откуда? Мы же расковыряли все, что можно. И русско-чеченские, и я не знаю, там якутско, там казачьи, там украинофобские, русофобские, антисемитские, какие только мозоли они не расковыряли, что только они не творили здесь и что они сегодня не творят. Наряду с этим разврат, хаос, абсолютно оголтелая пропаганда, значит, против тех лидеров, которые что-то, два слова патриотических связали по радио или по телевидению, начинаются нападки. Если, допустим, кто-то из наших политических деятелей или лиц даже в каком-то, знаете, иносказательном смысле намекнул на упрочение государства и его основ, все, он становится врагом. Тут же давай, значит, его нужно полоскать в грязном белье и так далее, и так далее. Но даже это сегодня им не удалось. Глава региона выделяется как достаточно жесткий, яркий, принципиальный, эмоциональный политик. Но он все это готов подчинить интересам страны. Это новый тип государственного деятеля. Оппозицию такой государственник не устраивает. Борис Паштов, руководитель Кабардино-Балкарского экспертного клуба «Эльбрус». И мне по-человечески уже появляется жалость к ним такая. Мы, наверное, их все-таки обманули, им заплатили денег. Ну, я думаю, что они, люди умные, они пакуют чемоданы. Я думаю, скорее всего, они понимают, что им в условиях современной России, развивающейся, становящейся крепче и крепче, укрепляющие свой военно-промышленный потенциал, укрепляющие свой агропромышленный комплекс, укрепляющие гармонизацию отношений между народами и конфессиями, они не рассчитывали на эту Россию.
А с этой Россией дружит Китай, с этой Россией дружит прогрессивный Ближний Восток, с этой Россией дружит Индия, с этой Россией дружат страны БРИКС. Вот в чем главная проблема. Вот в чем главная проблема, потому что сами эти американские аналитики с холодными разумами и головами, которые сидят там и умничают, они сами говорят, что сегодня главных два столпа мировой геополитики, кроме Соединенных Штатов Америки, это Китай и Россия. И боятся союза. А как они хотели... Ну, конечно, они боятся этого союза. Они сами своими же действиями сделают нас, первое, государством, которое способно на импортозамещение. Второе, государством, которое имеет мощный духовный идеологический потенциал. У нас во вражде с ними. Опрокидывание этих марионеток зарождается наша новая идеология. Идеология единства и стабильности российского государства. У нас сегодня появляется идеология, когда мы с вами, разные народы России, восхищаемся героями, которые сегодня поддерживают Владимира Владимировича Путина и его политическую волю. Мы, чеченцы, гордимся нашим главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Мы сегодня пишем и говорим как пример начала великой истории, мы говорим о Ахмате Хаджи Кадырове. Кому это может понравиться? Кому может понравиться укрепление процесса федерализации страны, если в их планах развал этой страны по национальным и конфессиональным квартирам и потом добить ее в самое сердце? Поэтому путь в Кремль, они сами об этом говорят, что путь в Кремль к президенту России, к ее государственным основам, к флагу, гербу, как бы они ни удивлялись, как мы даже можем потрясаться и удивляться этому, но это непреложный факт. На пути у них встал Рамзан Кадыров. Его преданность, его порядочность, его иман, если хотите, как мусульманина, его любовь к чеченскому народу, и все это вместе, если вот все это вместе собрать, это есть укрепление, мощь и могущество российского государства. Вот так она, с национальных окраин она подана и делегирована самому Кремлю. И мы очень надеемся, что все наши национальные республики, все народы России обязательно проявят эту свою солидарность с нами. И начало этой солидарности, начало этого великого процесса, когда загнивающие либеральные прихвостни, находящиеся на территории нашей республики, словно гнойная язва, перестанут существовать на теле нашей страны, а это время уже пришло. Эти раны мы сами залечиваем, выделяя этот иммунитет, выделяя этот фермент. Мы сами их залечим, потому что Россия – это страна мощного иммунитета, это страна мощной духовности, это страна мощнейших политических, военных, экономических и прочих возможностей. Самое главное, чтобы нам сегодня этот шанс не упустить. Самое главное, нам сегодня быть настороже, быть бдительными и понимать, что ни Шендеровичи, ни Пономаревы, ни Яшины, ни Макаревичи, ни прочие, я не хочу делать им пиар, да? Эти люди отпадают сегодня, как гнилая труха от мощного нового растущего дерева. И в этом я не вижу ничего страшного. И я хочу сказать, что это поражение не просто не за горами. Вот сегодня, в эти дни, начинается великий перелом, начинается самое страшное поражение в истории так называемого либерализма и их приверженцев. Джамулат Вахидович, я хочу упомянуть один маленький аспект, не в силу его важности, а хотя бы по причине того, чтобы потом к нему просто не возвращаться. Если совершить экскурс в недавнее наше прошлое, в 90-х годах, когда чеченский народ был отдан на заклание международному экстремизму, либералов устраивало все. Они это называли демократическими процессами. И, как видно, сегодня так называемые либералы не оставляют надежду сделать ставку на тех людей, которые, спрятавшись по разным закоулкам европейских стран, продолжают
лить желчь на те позитивные процессы, которые происходят в Чеченской Республике. Вы знаете, о ком я говорю. Да, да. Мы уже этому с вами поводу. договорились, что будем называть все своими Конечно. именами. Есть разные точки зрения у нас, скажем, по поводу так называемых лидеров чеченского народа, ну, чтобы было всем понятно, в ичкерийский период. Это наша история. От своей истории, хорошая она, кто-то считает, что она хорошая, кто-то считает, она плохая, считать можно как угодно. Если глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров во всеуслышание заявил и заявляет нам о том, что когда-то мечтой его юности было там, за 200 метров увидеть Джохара Дудаева, а, кстати, Джохар Дудаев, это не надо из него делать одиозную фигуру. Джохар Дудаев, он действительно был заслуженным человеком. Это был блестящий генерал советской армии, это был блестящий летчик, это был блестящий офицер. Это надо понимать. Надо понимать другую сторону этого феномена, что любого блестящего генерала можно обмануть и водворить в пучину провокаций, и водворить в пучину антигосударственной деятельности. Здесь можно сделать все, что угодно. Поэтому это какое-то было время романтиков. Очень многие чеченцы, которые сегодня стоят на пути Ахмата Хаджи Кадырова, очень многие, я вам еще раз повторяю, это были те люди, которые, они по-разному воспринимали и приход Джохара Дудаева, и приход Ичкерии и так далее, пока они не увидели, что за всем за этим стоит. Пока мы не почувствовали дыхание Запада, пока мы не почувствовали дыхание тех организаций и тех стран, которые через создание вот такой ичкерии и сепаратизма на территории России вынашивали планы уничтожения этой самой России, этого самого государства. И это понимание пришло во времена Ахмата Хаджи Кадырова. Мы тогда поняли, что мы обмануты. И многим из нас там в соцсетях пишут, вот он там когда-то воевал на стороне, значит, против федеральных войск, вот он там был недоволен российской властью. Да, мы все до единого чеченцы, практически все до единого, я не знаю, еще чеченца, который был бы доволен властью Ельцина. Я вам говорю, я, Умаров Джамбулат, я был недоволен этой властью. Не только чеченцы. Я не был недоволен Россией, российской государственностью, российским строем. Вот Ельциным я был недоволен и теми приспешниками, которые превратили в огненный кровавый океан мою родину. И те их сателлиты, которые обманным, необманным путем, которые позволили развязать эту войну на территории нашей республики. И вот Рамзан Кадыров, отец Рамзана Кадырова в первую очередь, Ахмат Хаджи Кадыров, они это увидели и не побоялись уже сложившемуся террористическому сообществу на территории нашей республики, когда мы увидели, что нашими командирами оказались люди другого склада, другой национальности, других целей, других задач. Их эмиссары здесь были из 58 стран. Когда мы увидели, что нашу родину с древнейшей тысячелетней историей и культурой, религией, которую благодаря двум словам наших аулияу принимали целые народы, что ее хотят превратить, когда мы увидели, что нашу республику, наш народ хотят превратить в террористическое братство, направленное против России, вот тогда мы и услышали, и поняли, и восприняли проповеди Ахмата Хаджи Кадырова. Мы пошли за этим человеком, и мы создали свою государственность. И во главе этой государственности как раз и стал Ахмат Хаджи Кадыров, который не пошел никуда сдаваться, который не пошел на какие-то сепаратные там, или какие-то еще другие переговоры. Он сел за стол переговоров с самим Владимиром Владимировичем Путиным, и между ними завязался нормальный, человеческий, мужской разговор. И задавались нормальные, жизненные, простые вопросы. Никто там не умничал. Каждый из них понимал, что на кону стоит безопасность и будущее единого российского государства. Мы дали понять, что мы знаем всех наших врагов в лицо.
И мы дали об этом понять всем народам России. И вот когда мы пошли за Ахматом Хаджи, когда нашу республику и после его трагической гибели дал Азват Обалдольцун, после того, как Рамзан Ахматович Кадыров, его сын и соратник, поднял это великое знамя, вот этим фактом закончился процесс. И вот Конституцию, которую мы приняли, парламент, который мы избрали, органы государственной власти, исполнительной, судебной, которые у нас стали функционировать, вот этим фактом, историческим фактом этим, мы закрыли все вопросы и завершили процесс федерализации и укрепления огромной России. Почему об этом не говорят наши так называемые оппоненты? Мы будем говорить, потому что мы с вами во главе с Рамзаном Кадыровым уже давным-давно стали форпостом в реализации как внешней, так и внутренней политики Российской Федерации. На нас смотрит вся Россия, она на нас опирается. Мы сегодня именно те, кто должны создать этот великий резонанс. Мы с вами его создаем, и я уверен, вы увидите, как Россия будет просыпаться. Даже та Россия, которая, может быть, уже упала в вековую спячку, даже они там проснутся. Они вместе с нами, люди разных национальностей, разных профессий, разных конфессий, разных взглядов даже, и политических в том числе, потому что у нас есть нормальная оппозиция, которая высказывает свои взгляды, которая видит другими глазами обстановку. У нас есть коммунисты, у нас есть другие партии, патриоты России и прочие. Их очень много, у нас даже есть националистические организации, общественные. Но они же не говорят, что нужно сменить режим. Они же не говорят, что нужно убрать правительство, что нужно гнать этих, казнить других. Они же не говорят о том, что один народ нужно противопоставлять другому. Они же у себя на информационных лентах не пишут о том, как в «Эхе Москвы», если помните. А не считаете ли вы, что Чечня отдаляется от Москвы или от Кремля, как они там писали? Смотрите, какое коварство, какой шайтанский, сатанинский смысл вложен в эти слова. Посмотрите, чему, какому процессу они прокладывают начало. И тут же начинаются комментарии. Да, мы считаем, да. И ни один из тех диванных комментаторов, которые под ними пишет, ни один из них даже на секунду не задумался. Но мы их разбудим, да? Мы разбудим их. И мы надеемся, что они проснутся и поймут, что хорошо, отделите вы Кавказ. Хорошо, смешаете вы с грязью чеченский народ и его лидера. Что дальше? Вот вопрос, который их убивает, который их убьет. Что дальше? Что Россия без Кавказа, без Дальнего Востока, без Урала, без чеченцев, ингушей, дагестанцев, якутов? Что дальше? Дальше? Дальше просто нет государства, потому что Россия – это традиционно многонациональное государство. И если в России не будут в равной степени функционировать православные церкви, католические церкви, синагоги, мечети, если они не будут функционировать в равной степени, если в равной степени, как это было в последнем законе, который инициировал президент России о священных писаниях, об их недоступности для людей совершенно безграмотных, да, об их неприкосновенности, то мы с вами должны понимать, что люди, которые призывают вот к этой розни, люди, которые пытаются лишить нас этой свободы, они пытаются нас лишить, потому что они одну конфессию возвышают над другой, один народ над третьим, понимаете? То есть они считают, что они только являются выразителями русской гуманистической мысли. Так вот эти выразители на дожде, посмотрите, в «Эхе Москвы», они даже нести в совершенно хамской форме. Я видел выступление Белковского, я видел выступление Шендеровича. Шендерович вместе со своей комментаторшей, с которой они там сидели, разговаривали на тему, на великую тему будущего России, даже не знали, сколько населения в России. И вот эта вот девушка, которая у него брала интервью, которая заранее считала себя умнее всех, сказала, что в России проживает всего 8 миллионов человек. Просмотрите, это все есть. Они не любят это выставлять. Нет, они только любят выставлять. Глава Чеченской Республики сказал, что внесистемная оппозиция – это предатели.
Так извините меня, а что должно быть вне системы во время, когда нас хотят лишить государственности? Какое должно быть мнение общества? Так извините меня, сколько у вас уже было лет, чтобы быть системой? Эта вся система государственная во время Ельцина была у вас в руках. Вы использовали исторический шанс? Нет. Нет, Господа Шендеровичи, вы его не использовали. Вы использовали его для того, чтобы набить свои карманы и пополнить свои офшорные счета. и развалить государство. И развалить государство, и жертвой вы выбрали очень пассионарный, очень трудолюбивый и воинственный народ, потому что вам нужно было, чтобы как можно больше чеченцев было уничтожено в этой войне. Именно вам это было нужно, потому что именно чеченцы, как в годы той революции, о которой я вам говорил, как в годы Великой Отечественной войны, как в годы лихолетия начала 90-х на территории нашей республики, как в годы борьбы с международным терроризмом, чеченский офицер, чеченский мужчина, истинный мусульманин и джигит всегда верен своему слову. И если он сказал, что русский брат его кунак, он до конца останется этим кунаком. И никто никогда в жизни не заставит его, испугав или подкупив, изменить такое мнение. Вот что такое, вот что за феномен чеченский народ. И этот чеченский народ возглавляет Рамзан Кадыров. Любое слово, сказанное против Рамзана Кадырова, лично мной расценивается как деструкция, лично мной расценивается как поползновение в сторону предательства, лично мной расценивается как попытка свержения государственного строя, лично мной расценивается как оскорбление ко всему чеченскому, вообще ко всему чеченскому, к его природе, к его сущности, к его традициям, к его культуре, к его обычаям и, самое главное, к его вере. Поэтому никаких поползновений в отношении Рамзана Кадырова, который является опорой и гордостью чеченского народа и России, ни в адрес чеченского народа, ни в адрес русского народа, ни в адрес каких-либо других народов и наших сограждан, и тем более в адрес самого главного человека в этом государстве, который пытается сделать это государство сильным, самодостаточным и гордящимся собой, Владимиром Владимировичем Путиным. Мы этого не позволим. Почему теперь? Почему Рамзан? Да потому что Чеченская республика является форпостом, удерживающим и охраняющим Россию от ударов ИГИЛ. На Чечню и Северный Кавказ уже направлены сокрушительные удары. Там идет война. Та война, которая будет сквозь Кавказ просачиваться по стране. Удар по Рамзану, эти приступы безумной чеченофобии являются враждебной акцией. Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», писатель. Я вам сейчас выдаю и транслирую не сколько свое, сколько опосредованное мнение наших граждан, которое мы мониторим. Нам сегодня пишут из Москвы, к нам сегодня хотят ехать из Самары, из Саратова, из Иркутска, из Астрахани, из Дагестана, из Ингушетии. Все хотят приехать и говорят, ну попросите, скажите, ну организуйте какое-то мероприятие, где мы могли бы выйти и высказать все, что мы думаем о предательстве, о его антологии в России. И я уверяю вас, если это встреча в виде митинга, я не знаю какого, я не люблю слово флешмоб. Флешмоб — это вспышка. Произошла, ее больше нет. Это то, чем занимаются наши либералы, так называемые. Совершенно верно. А у нас будет великая встреча. Я думаю, что она не за горами. Я думаю, что в ближайшее время она состоится. И вот там будет революция национального духа России, Чеченской Республики, ее граждан, которые в едином порыве, единым словом, согласием и пониманием друг друга покажут всем этим прихвостням, что в России есть государство, что в России есть единство, что в России есть национальный лидер. Это Владимир Путин, и наши взгляды по этому поводу незыблемы. Мы спасем наше государство. Я думаю, Джамбулат Вахидович, что либералы, сами того не подозревая, вывели Чеченскую республику на острие идеологической борьбы, и я думаю, это первый шаг, то, что они тогда сделали, это было первым шагом к их поражению. Мне, конечно, хотелось бы констатировать, что борьба
победоносно завершается, но думаю, что придется констатировать, что она только начинается. Что касается национальных предателей России, вы уже, наверное, в соцсетях видите целая галерея сегодня этих предателей. Их обязательно нужно знать в лицо и знать какие-то их биографии. В принципе, знаете, что они вот своей деятельностью сами подвели большую жирную черту. Вот наша сейчас главная задача, тем не менее, чтобы вот этот факт не был опять-таки использован иностранными СМИ. Вот эти люди, вот надо все равно все сделать для того, чтобы с ними не произошло какой-то народной расправы. Вот этого надо остерегаться, этих крайностей. Потому что, ну вот сейчас вот нам поступают сообщения, пишут ребятам нашим и в директ, и кто занимается аналитикой, и кто занимается у нас непосредственно средством массовой информации и связями с общественностью, это все наше министерство курирует сегодня, да. Я хочу вам сказать, что настроения такие, что просто ну знаете, мне бы не хотелось, чтобы вот были какие-нибудь неприятные сообщения по поводу вот этой так называемой пятой колонны. Это живые люди, и, наверное, все-таки кто-то из них купился, кто-то обманулся, да? Может быть, еще что-то. Но мы их позицию в дальнейшем увидим, но я считаю, что не нужно, конечно, никаких провокаций, не нужно заниматься самоуправством, потому что их представители есть практически в каждом регионе. Нужно все-таки проявить максимальную выдержку. Я понимаю, что терпение народа, оно как бы уже истощено, и чаша переполнена, я все это прекрасно понимаю. Но не мы в этом виноваты, понимаете? В этом они виноваты сами. А мы, как представители государства, все-таки их, как граждан, ну как-то должны все равно максимально вот, уберечь, чтобы с ними, не дай бог, чего-нибудь не произошло нехорошего, чтобы нам опять, значит, не попадать в эти ненужные истории, в эти ненужные разговоры. Дай Господь им там здоровья, дай Бог им долгих лет жизни. Мы люди не кровожадные, да? Вот. И еще пока, так сказать, к сожалению, не принят законодательный акт, который бы давал регламентирующую оценку их деятельности, да? Вот. Ну, это мое личное мнение, что я бы, например, мне было бы комфортнее этих людей видеть за решеткой, лично мне. Но я, наверное, может быть, я не прав, там у кого-то есть другое мнение. Я был когда-то депутатом, поэтому у меня, и сегодня я уже в исполнительной власти. Поэтому у меня этих прав нет. Я не являюсь субъектом законодательной инициативы. Но я думаю, что мы, в принципе, к этому должны прийти, потому что этот иммунитет надо вырабатывать. И люди, прежде чем они откроют свой рот для того, чтобы начать клевету, для того, чтобы начать шельмование, для того, чтобы начать оскорбление в адрес кого бы то ни было, будь он федеральный какой-то государственный деятель или простой учитель в сельской школе где-нибудь в ауле, да, без разницы. Человек клевещущий, человек, возводящий ложь и хулу на такого же, как он, должен быть осужден не только общественным, но и уголовным судом. Чеченский народ прошел в своей истории очень много темных и светлых полос. Я думаю, груз исторического опыта, полученного хотя бы за последние несколько десятилетий, вполне достаточная основа для того, чтобы уберечь его от очередных провокаций. Я хочу вас сегодня поблагодарить за очень интересный комментарий, за очень интересную беседу. Я думаю, что динамика процессов такова, что нам еще не один и не дважды придется обсуждать эти темы. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что вы все-таки постоянно присутствуете у пульса происходящих событий, значит, у пульса жизни нашей страны, нашей республики в частности. Мы никогда не использовали и не используем средства массовой информации для того, чтобы говорить неправду. И главный призыв, который обращен
к нам с вами, к представителям средств массовой информации, потому что раз я возглавляю такое министерство, я себя тоже отношу к самым непосредственным представителям средств массовой информации, пусть даже и в административных каких-то взаимоотношениях. Тем не менее, имею прямое отношение я к этому, и как администратор, и как публицист. Мы не должны пользоваться геббельсовскими методами. У нас их нет, у нас их быть не может. Этими методами пользуются они. Они хотят вернуть страну, водворить страну в условия концлагерей. Мы этого не позволим. Хватит. Мы натерпелись фашизма, мы натерпелись ваххабизма, хариджизма, мы очень много натерпелись. Атеизма мы натерпелись, да? Воинствующего я имею в виду. Поэтому все эти измы нужно оставить. Хватит, достаточно. Да, Достаточно нам этих измов. Главное, что мы сейчас должны сделать, мы должны понимать, что в условиях санкций нам нужно закатить рукава и работать на нашей родной земле. Нам нужно радоваться от того, что мы пожинаем плоды, от того, что мы собираем урожай, от того, что мы едим хлеб, который мы изготовили своими руками, от того, что у нас сегодня над нами это голубое небо, от того, что под этим небом великолепные мечети, в которых мы можем молиться. У нас есть прекрасные школы хафизов, где совершенно еще юных ребят обучают хранению великого Корана, ибо человек, знающий Коран наизусть, он является хафиз, это хранитель. И человек, который создал для нас эти условия, Рамзан Ахматович Кадыров, поверьте мне, он очень и очень достоин того, чтобы мы, каждый житель этой республики, каждый представитель многострадального чеченского народа просто вышел и сказал: Рамзан Ахматович, сила пача, Рамзан хаш, тот хюс дон то, ахборди лош дукто, хана ости дукто, хавежри дукто, ала ишидуаш алвайн цани халдац. Для нас нетрудно это сказать. Если эту лепту взамен того, что он сделал для нас, мы все равно ничего сделать не сможем. Но хотя бы выйти и для того, чтобы или написать, или сказать, или где-то выступить может каждый из нас. Спасибо вам большое. Способность к сплочению в минуту опасности всегда была отличительной особенностью чеченского общества. Сегодня над нашим государством, а значит и над нашей республикой, нависла угроза, вполне соизмеримая с той, которая привела к трагическому 91 году. Помимо внешних штормов, нашу лодку раскачивают и некоторые из тех, кто в ней вместе с нами плывут. Возможно, у них и есть запасной вариант Родины, но у нас она одна. Всего доброго!